Байтерек. Тайное, уходящее в миф. Вот такой монумент Байтерек находится в самом сердце Казахстана. Говорят, что это дерево жизни, только на дерево совсем не похоже. Пусть не похоже, зато полно символизма. Но давайте по порядку рассмотрим сам монумент, узнаем его значение, миф и символику. Полное название монумента – Астана Байтерек. Инициатором проекта стал Нурсултан Назарбаев, архитектором Акмурза Рустамбеков. При строительстве было использовано большое количество бетонных и металлоконструкций и стекло. Стоимость материалов составила около 6 миллионов долларов. Строительство было закончено в 2003 году. Высота монумента 102 метра вместе с шаром, а диаметр шара 22 метра. Монумент очень большой и величественный. Его нижний уровень уходит под землю на 4 метра, а там находятся кафе, аквариумы и мини-галерея Байтерек. Оттуда ходит лифт вверх, в шар, где расположены бар и панорамный зал. Монумент привлекает множество туристов и проводятся экскурсии на разных языках, в том числе на казахском и русском. Рисуя набросок этого сооружения, Нурсултан Назарбаев опирался на древнюю казахскую легенду о священной птице Самрук. Легенда гласит, что мифическое дерево Великан, дерево жизни, находится в степи, называлось Байтерек. Древние кочевники верили, что на стыке миров протекает мировая река. Именно на ее берегу возвышается дерево жизни, и его корни уходят глубоко в землю и крепко удерживают, а крона высоко в небо и поддерживает его. Таким образом, дерево находится в 3 мирах: корни в подземном, ствол в земном, а крона в небесном. На самой вершине среди ветвей дерева жила сказочная птица Самрук. Она ежегодно в крону дерева откладывала золотое яйцо солнце, которое проглатывал дракон Айдахар, живший у подножия дерева. Это означало вечную борьбу добра и зла, смену времен года и смену дня и ночи. Очень напоминает эта легенда сказку Чайковского «Краденое солнце». Древние кочевники верили в то, что ствол Байтерека – это земная ось, мостик, соединяющий грешную землю с небесами. По стволу этого дерева достойнейшие из праведников поднимались на небеса, чтобы беседовать с небесными жителями. Также по стволу они возвращались обратно, принося в мир божественные знания. Древо жизни является важным объектом тюркской культуры и упоминается еще в тюркских мифологии. Алтайские тюрки считают, что нижняя зона корней древа – это мир душ предков, которых оберегает бог Эрлик вместе с подругой Тенгри Умай. Эрлику подчиняется нижняя зона мира – духи предков, и он является опорой древа жизни, придавая ему импульс вечности. Благодаря ему происходит круговорот жизни в мире. Получив знания богов, праведные люди могли по стволу с заоблачных высот вернуться обратно в свой мир. Представьте себе, человек побывал у ангелов, поговорил с ними, они ему рассказали и показали что-то, или дали ему какие-то письменные ценности, и он спустился вниз, в мир живых, никак не навредив себе. Древние тюрки считали, что простой смертный может добраться только до гнезды птицы Самрук, а дальше только эта птица могла определить, грешен ли человек, и потом она либо пропускала его наверх, либо сбрасывала к подножию древа. Птица эта тоже сама по себе непростая. Она не только способна находить избранных, но ее прилет к дереву вызывал ухудшение погоды. Ее крылья поднимали сильный ветер, а ее слезы падали сильным дождем на землю, и плакала она
переживая за своих птенцов, которых она надолго оставила в гнезде на верхушке кроны Байтерек. Каждый раз она, отложив яйца, вынуждена летать за пищей очень далеко, чтобы потом накормить птенцов, и покидает их. А в подземном мире живет дракон, который ловит вылупившихся птенцов, выпавших из гнезда, и съедает их. Вернувшись в гнездо, Самрук обнаруживает, что дракон опять съел ее птенчика и начинает плакать. Огромные капли слез становятся дождем и падают на землю. Так происходило долго, но однажды человек по имени Хасан дошел до дерева Байтерека и увидел, что из гнезда попадали вылупившиеся птенцы, и к нему уже ползет дракон. Он убил дракона и вернул птенцов обратно в гнездо, но не успел спуститься, как поднялся сильный ветер. Это летела Самрук. Хасан хотел спрятаться, но прятаться было негде, и тогда птенцы укрыли парня своими крыльями. Птица присела на край гнезда и заметила, что птенцы ее все были живы и невредимы. Она очень сильно обрадовалась и стала их кормить. В клюве у нее было много зверей, оленей, газелей и других животных. Она их сложила в кучу и почувствовала запах человека, и птенцы показали его, рассказав, что он их спас от погибели. Птица и человек стали дружить. Самрук подарила человеку свое перо, и он смог на нем летать, так как оно было очень большим. Это чем-то напоминает сказочную жар-птицу и ее перо, а также сказку «Феникс. Ясный сокол». Птица Самрук является предводителем верховного мира света, а дракон – подземного мира тьмы. Этот миф отражает представление о вечной борьбе между добром и злом, борьбе между верхним и нижним миром. Центром этого противостояния становится человек, который находится как бы посередине. И вот уже это не дуальность, а третичность, то есть третий элемент, кроме двух уже имеющихся. Байтерек – это дерево жизни из древнетюркской мифологии, связывающие три мира между собой. Корни Байтерек в земле, в подземном мире, где живут всевозможные злые духи, черти, албасты, царь змей Бапы и его жена и дети. Ствол Байтерека – средний мир, где обитают люди и животные, батыры, ханы, богатые и бедные. И, наконец, вершина – это верхний мир, где живут птицы, ангелы, разные добрые божества. Интересно, как люди себе представляли Байтерек? Данное художественное решение является образным выражением вектора развития современного Казахстана, который совмещает в себе как знак города, так и символ страны. Байтерек – мировое дерево, являющееся олицетворением Вселенной. Он понимается как космос в виде живого развивающегося организма. Это тесно связано с символикой центра Шанрак. Понимается как точка перехода необъятности Вселенной к родному дому. Таким образом, художественной точки зрения осуществляется объединение двух символов Байтерека и Шанрак. В основании Байтерека заложен орнамент Қос-қанатты, птичьи крылья, восходящие к стилизованному изображению мифической птицы Самрук. Значит, все-таки космос. Центральная часть увеличена глобусом, где обозначены все 17 религий земного шара, что является особенным символом, соединившим все религии мира. Тогда становится понятно, что игла – это земная ось. В переводе с казахского языка Байтерек означает тополь. Это набирающее силу растущее и молодое дерево. Оно воодушевляет в себе государственную силу, сохранность исторических корней и является надеждой, опорой и стремлением к обязательному процветанию Казахстана.